Среди множества факторов, влияющих на развитие исторического процесса, значительная роль принадлежит личности лидера, человека, принимающего решения. Эта закономерность отчетливо прослеживается и на всем протяжении истории нашей страны и республики. Вовлеченность руководителя крупного масштаба в общественные процессы, наличие у него решительного сильного характера, широты государственного подхода к решению поставленных задач являются определяющими условиями. Семен Захарович Борисов, в 1951 году вставший во главе руководства Якутской АССР, обладал всеми этими качествами, полностью отвечая требованиям того времени. Семен Захарович Борисов родился 24 августа 1911 года в первом Тывы-Минском наследии Восточно-Кангаласского улуса в семье крестьянина-бедняка Захара Иннокентьевича Борисова. Наслег был образован еще в 1822 году. Он издавна славится в республике своими успешными людьми и меценатами, учеными и государственными деятелями. И первая школа в Меге на Кангаласском улусе открылась именно здесь в 1874 году. А имя Гаврила Васильевича Никифорова, Манитах Уала, первого купца-миллионера среди народа Саха, известно каждому в республике. Манитах бейте Уалаппит, Гавриловичеппит, эги тылымалар үчөйдүк өренин үйракка тардыгын, үйракта жон болун. Онна хатар хайты, онна хатар бо народ жолу хоркутаде. То, что Семен Захарович вышел из первого Тылыминского наслега, говорит о многом. Наслег испокон веков рождал талантливых от природы, могучих и сильных духом, деятельных и целеустремленных личностей. Предком Семена Захаровича был легендарный шаман Токунай Оюн. Бу Токунай Оюнтан баллана агыс ол теребит. Багыс ол балладе бу ахыкаяга уухун төрүттөрө болалар. Жонна ким нахкерелери диен чага интерене колобра. Көтөр маппай диен оллага бит бу Токунай Оюн. Бу көтөр маппайтан боллагына берептер таккабыттар. Олата Семахахарович төрүттөрө. Итак, славный путь Семена Захаровича Борисова начался в этом Аласе. Это родной Алас Гаврила Никифорова Манитах Уала. Здесь, накануне революции, он построил школу-пансионат, где обучались дети бедняков наслега. Здание пансионата сохранилось до сих пор. В разгар гражданской войны Семен учился в этой школе. Он надевался к уверенной Семен Захарович. Он говорил, Васильевич балана дедаңу жонноролорун үйретере. Туақтағы бит, жүкердегі бит. Олен балана кыамат дедаңу жонноролорун үйреттере атабыт. Өстөннө пансионаттан. Олата төмелеңіне интернат балады. Интернатқа бәлі маскатаңызға олырдың. Onun olanlarınları da öğrenmetleri. Ol öğrenmet canlar yükselere var öyle hep olputları var ideli öğrekte öyle hep olputları. После 4 класса в 1923 году Семен стал учиться в Рассолодинской семиклассной школе. Именно здесь он узнал, кто такой Ленин, советская власть и новая социалистическая страна. После Рассолодинской школы Семен с 1926 по 1929 годы учился в средней школе второй ступени в Якутске. Затем 4 года работал в родном Улусе. Сначала инструктором по земельной реформе и райисполкома, учителем школы, заведующим районным отделом народного образования.
После этого стал инструктором ЦИК ЯССР. Большая государственная деятельность Семена Захаровича началась в Сунтарском районе, в одном из крупных сельскохозяйственных районов республики. В 1934 году он назначен председателем местного райисполкома. Он попал в то время, когда действительно было воодушевление очень сильное, народ хотел работать, и нужно было правильно просто это дело направлять. Как-то создавал настроение людей, а сунтарские – это люди настроения, честно говоря. Если у них хорошее настроение, они могут город свернуть, да? Поэтому они друг другу совпали, хотел бы сказать, совпали по настрою. Он очень хорошо вспоминал про эти годы в Сунтарах, очень тепло. В январе 1938 года Семена Захаровича как перспективного руководителя отправили на учебу на годичные высшие курсы советского строительства в Москву. После курсов он начальник переселенческого отдела при Совнаркоме ХИАССР. С сентября 1941 года по июль 1944 заместитель председателя Совнаркома республики. Затем работал наркомом земледелия, министром животноводства. В декабре 1946 года назначен председателем Совета министров ЯССР. С 1948 по 1950 год учился на курсах первых секретарей райкомов и обкомов КПСС в Москве. Затем год снова проработал председателем Совета министров. И в мае 1951 года назначен первым секретарем Якутского обкома КПСС. Ему было тогда 40 лет. Значит, Семен Захарович вместе с руководителями республики другими пишут, значит, целый пакет, блок таких писем в Совет министров СССР по целому ряду вопросов стратегического развития Республики Саха-Якутия. И именно тогда была создана, значит, основа экономики и социальной сферы республики, которая является базой, на которой в дальнейшем развивалась республика. Она до сих пор фундаментальная платформа нашей жизни. Якутия в начале 50-х годов представляла собой вотчину могущественной организации «Дальстрой», ведомства НКВД. Это была абсолютно независимая от региональных властей система с неограниченными правами. В те годы вместе с первым секретарем Якутского обкома партии Ильей Егоровичем Винокуровым Семен Захарович неоднократно обращался к руководству страны с настоятельными просьбами о выходе из системы Дальстроя и развитии автономии республики. Противостояние Борисова с авторитарной системой ведения хозяйства практически сразу вылилось в борьбу с планом по объединению Якутской ССР и Магаданской области в северо-восточный край в 1949 году. Это фактически демонтаж Якутской ССР. Представьте себе, как был поставлен вопрос. Значит, и было поручено Лаврентию Павловичу Берии рассмотреть этот вопрос. И вот, значит, Семен Захарович встречался с Берией. Это был разговор очень тяжелый, и он мог неизвестно чем закончиться, он шел на повышенных тонах. Значит, Берия кричал, значит, на что Семен Захарович ответил то же самое, прямой такой грубостью, понимаешь, так. Очень хорошо помню, как был на приеме у Берии. Он принял меня очень холодно, если не сказать грубо. «Создавайте рабочий класс, кто вам мешает, ясно вам?» – кричал он мне в лицо. Что ясно, что рабочий класс мы должны создавать из числа лагерников, вынужден был тогда ответить в его же тоне. Мы в ЦК поставили вопрос именно о создании рабочего класса Якутии, вооруженного интернациональным патриотическим духом. И нам поверили, нас поддержали. Всемогущий ГУЛАГ не стал хозяином в Якутии. Точку в этом деле поставил сам Сталин, поддержавший предложение якутской стороны, и вопрос о ликвидации автономии республики был снят с повестки дня. Но через 10 лет встал вопрос о передаче Нижнеколымского района в состав Магаданской области. Семен Борисов от начала до конца твердо отстоял позицию республики – ни в коем случае не отдавать район. Он не киси бобот. Семен Захарович тиян он матиптан. Бу алра халыма Магаданга барра хатаммат тен. Кайдаттагы сакайын экремистка хайдитер колбургар хама септатен. Она турасандар эме кини бапрон өябиттер.
Ити көрдік Сахарин сайды етігер өңеті олақан. Выдающийся вклад государственного и общественного деятеля Борисова в историю якутской автономии, развития экономики нашего родного края не подлежит никакому сомнению. Дело доходит до того, что мы, заготавливая пушнину больше всех республик и областей, не можем у себя на эту пушнину установить цены. Что это такое? Или у нас имеется единственная автотрасса, которая подчиняется Амурской области, нам не доверяют. Авиатранспорт подчиняется Иркутской области, Якутии не доверяют. Таким образом, мы просим все эти вопросы решить, и если нам доверяют, так пусть доверяют до конца, чтобы мы своими внутренними делами руководили сами. Сразу после этого выступления республике удалось добиться главного. Был запущен маховик реформирования управления народным хозяйством региона. Руководство хозяйством республики было полностью передано Совету министров Якутской АССР. Качественный рывок в поиске природных ресурсов был чрезвычайно важным для восстановления и дальнейшего развития экономики страны. И именно тогда резко возросла роль Якутии как горнодобывающего региона, сохраняющаяся и на современном этапе. Тогда в Якутии работали около 20 различных геолого-разведочных экспедиций, самостоятельных партий и отрядов от разных министерств и ведомств. И это сильно тормозило процесс организации единого комплексного изучения богатств недр края. Понимая это, Семен Борисов активно боролся за организацию единой геологической службы. Мы, геологи, работаем на фактах, ищем факты и анализируем факты. И эти факты, в общем, свидетельствуют о том, что, значит, Семен Захарович был незаурядный человек, и, естественно, он был на острие всех проблем, которые существовали и в геологии, и в других отраслях экономики республики. Целенаправленный и плановый подход к ведению поисков и разведки по всей громадной территории Якутии позволил бы обеспечить максимальную рациональность, комплексность и эффективность геологических исследований, наращивание минерально-сырьевой базы полезных ископаемых. Именно в те годы геологами в Южной Якутии были разведаны каменноугольный бассейн с высококалорийными коксующими углями и крупные месторождения железных руд. В 1951 году в ноябре было в Алдане совместное совещание Академии наук СССР и областного комитета партии во главе с Семеном Захаровичем Борисовым и академиком Бардиным, которые рекомендовали усилить геологоразведочные работы именно в Южной Якутии, в частности на железо, уголь. Борисов добился приема у второго человека в руководстве страны – Георгия Максимилиановича Маленкова. На этом высоком уровне впервые был поставлен вопрос о создании единого республиканского управления геологии с передачей ему всех геологических служб, работающих на территории Якутии. И 8 апреля 1957 года приказом Министерства геологии и охраны недр СССР было образовано Якутское территориальное геологическое управление. Оно стало самым крупным в Союзе и по решаемым задачам, и по численности специалистов. Вот это решение оказалось настолько правильным, и успехи якутской геологии настолько значимыми, что спустя недолгое время, 9 лет всего прошло, в 1966 году, якутская геология была награждена орденом Ленина. Все программы, которые мы сегодня планируем в дальнейшее развитие, она связана именно с 50-ми, 60-ми годами, когда была создана единая государственная геологическая служба. Про якутских геологов знает во всем пространстве Советского Союза. Якутскими геологами гордятся все геологи России и бывшего Советского Союза. Сегодня запасы недр Якутии и их благоприятные перспективы, гарантирующие опережающее развитие горнодобывающей промышленности на уровне передовых стран мира, позволяют уверенно планировать развитие экономики республики и страны на ближайшее и отдаленное будущее. Когда мы говорим о начале алмазной промышленности, конечно, мы вспоминаем имена многих-многих великих людей. Это, конечно же, наши легендарные геологи, Лариса Попугаева, Юрий Хабардин,
Владимир Николаевич Щукин и Георгий Хаймович Фонштейн. Ну, это просто такое созвездие имен, будем говорить. Значит, и даже на таком фоне, значит, выделяется Семен Захарович Борисов, который был инициатором, организатором создания алмазной промышленности в Республике Саха-Якутия в Якутии. Я еще раз повторяю, на мой взгляд, он основатель алмазной промышленности нашей страны. Сегодня справедливо считается, что открытие якутских алмазов и последовавшее затем их освоение в промышленных масштабах стало одним из крупнейших событий XX века. Создание в Якутии абсолютно новой алмазодобывающей промышленности и стало тем аргументом стратегического порядка, который применил Семен Захарович Борисов при реализации планов по интенсивному социально-экономическому развитию республики. И именно Семен Захарович Борисов, уже будучи первым секретарем Якутского обкома КПСС, добился того, что вот эту тунгусскую экспедицию из Иркутска переводят в Нюрбу. И находки не заставили себя ждать. 1954 год Лариса Попугаева открывает трубку «Зорница». Значит, потом на следующий год открывается трубка «Мир», трубка «Удачная». Значит, вот эти усилия, они оправдались. Кто был организатором, кто был инициатором, кто находил союзников, значит, кто продвигал эту идею, кто брал на себя ответственность. Значит, ну, конечно же, Семен Захарович Борисов. Проведение масштабных геолого-разведочных работ в республике позволило Борисову в декабре 1956 года на пленуме ЦК КПСС во всеуслышание заявить об уникальности разведанных месторождений. Мы рады доложить о том, что в Якутии открыты и разведаны богатейшие россыпи и крупные коренные месторождения алмазов. На территории Якутии наша Родина имеет крупнейшую алмазоносную провинцию, не только не уступающую известным всему миру южноафриканским месторождениям, но и, безусловно, значительно превосходящую их. Но дальше необходимо было преодолеть инертность руководителей отраслевых министерств и ведомств, которых пугали отдаленность якутских месторождений, суровые климатические условия, полное отсутствие какой-либо инфраструктуры. Чтобы справиться со всеми многочисленными и сложными препятствиями, Семену Захаровичу и его соратникам пришлось проявить колоссальное терпение, глубочайшую убежденность в своей правоте, особую дипломатичность в сочетании с решительностью добиться своего, высочайший профессионализм на всех этапах реализации этого грандиозного дела. Семен Захарович нашел своих единомышленников в коридорах советской власти в Москве. Больше того, он преодолел сопротивление некоторых чиновников в Госплане Советского Союза, в министерствах, в том числе в Министерстве цветной металлургии. Преодолеть бюрократические преграды можно было только одним способом – привлечь в союзники руководство страны. И для этого Семену Борисову пришлось идти в лобовую атаку. Он предпринял отчаянно смелый шаг, взяв с собой в Москву без какой-либо охраны 32 крупных якутских алмаза. Семен Захарович добился приема у Никиты Сергеевича Хрущева, где обосновал необходимость освоения и развития отечественной алмазодобывающей промышленности в Якутии. Драгоценные камни, продемонстрированные им на совещании, произвели сильное эмоциональное воздействие на всех его участников. Благодаря этому рискованному и эффектному поступку удалось заручиться поддержкой руководства страны. Потом в конце Хрущев сказал: мы крайне нуждаемся в алмазах, значит, и для промышленных нужд, и для получения валюты. И они договорились, Семен Захарович выступил на пленуме на ЦК, где он выступил с резкой критикой всех и вся. Ломака, Госплан, Минфин. Вот представь себе, кто-нибудь сейчас бы из губернатора выступал и говорил, там, критиковал. Да они сидят сейчас тише воды, ниже травы, понимаешь, так. Значит, только выслушивают, как говорится, упреки в свой адрес, во всем виноваты. Он смело с трибуны. Имеются все экономические предпосылки к тому, чтобы немедленно приступить к промышленному освоению алмазов. Упустить хотя бы 1 год в организации промышленной добычи этого жизненно нужного нашей стране драгоценного минерала – это значит затормозить повышение производительности труда во многих отраслях промышленности и тем самым задержать дальнейший технический прогресс. Можем ли мы терпеть такую задержку? Нет, не можем.
Это выступление вызвало большой резонанс. Сразу после пленума всесильный министр цветной металлургии СССР Петр Ломака пригласил Борисова на заседание коллегии своего министерства, где заявил, что теперь для него задача номер один – алмазы. Было принято постановление о промышленном освоении вилюйских алмазных месторождений. Организован трест «Якут-Алмаз» для строительства предприятий алмазодобывающей промышленности и их эксплуатации. Это был 1957 год, начало, январь, февраль, и уже летом, значит, этот трест «Якут-Алмаз» обязан был дать первые алмазы. Видите, какие темпы. Сразу с самого начала начала набирать вот новая для Советского Союза алмазодобывающая отрасль. И главная роль в этом – это признано историей, это признано очевидцами, это признано директивными органами, это признано нашей республикой, принадлежит Борисову Семену Захаровичу. Уже в середине 1957 года была введена в эксплуатацию промышленно-экспериментальная обогатительная фабрика трубки «Мир». Это сказать сегодня легко, но тогда не просто, значит, яму начали рыть, как говорится, да, так по-простому. Поставили там пару экскаваторов, привезли там несколько самосвалов, но ведь надо же разместить вот этих работников, которые приезжали с территории всего Советского Союза, значит, комсомольцы с Якутии, надо же их было разместить. Да, вначале палатки были, бараки, но незаметно рядом вырос город мирный. Значит, это значит, что школы, больницы, значит, учреждения, дома культуры, социальная сфера, дороги. 26 января 1960 года была открыта трубка Айхал, а еще через 2 года вырос рудник с обогатительной фабрикой. Она была сооружена в рекордный срок, который еще не знала мировая практика строительства алмазодобывающих предприятий. В 1964 году началась подготовка к освоению месторождения алмазов на трубке Удачной. Тогда же был открыт Анапарский алмазоносный район. Наша страна к этому времени довела добычу алмазов до мировых показателей. Ему очень нравилось, значит, как растет Мирный, значит, как там появляется молодежь. Он очень много старался, чтобы там работали местные кадры. Были специальные постановления, значит, были лозунги комсомольской молодежи на алмазы. Отправляли людей, значит, учиться на геологов, на горняков, которые потом возвращались и работали в нашей алмазопромышленности и составили значительный пласт вот, инженерно-технических работников Якут-Алмаза и Вилюйгостроя. Будем говорить, его деятельность многогранная. Он, будем говорить, как отец родной для алмазной промышленности. И как такая своеобразная щит и крыша для наших великих руководителей Ботинчака и того же Тихонова, чтобы они спокойно могли работать, значит, не опасаясь ничего, и принимали смелые решения. Поэтому его роль исключительно велика, и мы должны это всегда помнить. Мы все время отмечали особую роль первого секретаря Якутского обкома КПСС Семена Захаровича Борисова, который был душой, организатором и руководителем всей этой трудной работы, требующей настойчивости, знания дел, дипломатических способностей, личной энергии и авторитета. А авторитет у Борисова был большой не только в республике, но и в руководящих органах страны. Ветеран алмазодобывающей промышленности Павел Петрович Вечерин. Открытие якутских алмазов и создание алмазодобывающей промышленности имело колоссальное значение для народного хозяйства страны.